Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Напоминание про судный день, и мы с вами начали разбирать, каково положение людей в судный день, и открыли тему положения грешных мусульман в судный день. Потому что, как известно, положение неверных, тех, которые проявили в этой жизни неверие и умерли с неверием, для них отдельная статья, у них отдельное положение, потому что у них уже никакой надежды на милость Аллаха не будет. Есть еще другая категория, у которых положение тоже нерадостное, но у них есть надежда, что Аллах простит их. Это верующие, которые совершали большие грехи. Большие грехи. И вот за каждый грех человек понесет в судный день свое наказание. И вот мы с вами не завершили тему тех, которые отказываются выплачивать закат. И мы с вами говорили, что садака, закат состоит из двух видов. Первый вид – это тот вид, который не может никак сравниться на чаше весов со вторым видом, то есть это обязательный вид садака, это закат, где Всевышний конкретно указал, кто должен выплачивать закат, сколько он должен выплачивать закат, когда должен выплачивать закат, с чего должен выплачивать закат, а с чего он не должен, кому он должен выплачивать закат. То есть, что касается заката, все жестко, конкретно по Корану и Сунне. Тут никакой самодеятельности, а вот я думаю, надо лучше вот так, то есть, чтобы Аллах принял наш закат, он должен выплачиваться правильно, согласно Корану и Сунне. Ну, есть специалисты, есть книги, которые разъясняют нам, и это обязательный налог, не выплатив который, где-то раздавать. Второй вид садака, я там мечеть строю, если ты закат не платил, то то, что ты строишь где-то мечеть, даже если это дом Аллаха, да, это тебе не принесет большой пользы. На все воля Аллаха. Но когда ты не совершаешь фарз, намаз, а встаешь на тахаджуд, разве это спасет тебя? Или ты не совершаешь обязательный пост, пропускаешь без причины, без оправдания, а в то же время ты можешь в понедельник попаститься, да, в четверг, это же сунна, машалла арафа, да, а фарз ты не постишься. Это страшная беда. Вот здесь то же самое. Как говорится, заплати закат и спи спокойно. Потом уже, что касается дополнительных видов садака, сам решай. Кому давать, сколько давать, да? Не обязательно, чтобы это был именно ахлю зака, то есть именно такой нуждающийся. Ты можешь тому дать, этому дать. Это твое имущество, которое уже свободны от налога, от заката. А закат все там по протоколу. И мы с вами говорили, что же ждет тех, которые не выплачивали закат. Что же их ждет в судный день? И все хадисы, аяты повторять не буду, времени мало. Но давайте последний хадис, который мы с вами начали, в сборниках имама Муслима, который передал нам Абу Хурайра. Этот хадис мы с вами завершим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в день суда для любого обладателя золота и серебра, рублей, долларов, евро, неважно, да,
который не отдал со своего имущества должного, из этого, то есть который не выплачивал должный закат, из этого, то есть серебра и золота, обязательно в судный день сделают огненные пластины. Затем их раскалят в пламени ада и станут прижигать ими его бока, его лоб и спину. То есть то золото, то серебро, в которое он так влюблялся, любил, наслаждался, да? Вот это все, вот этим всем будут раскаливать, вот это все будут раскаливать над пламенем ада и прижигать им его бока, лоб и спину. А как только они остынут, потому что тот жар, ну, закон, да, закон, который Аллах установил, этот жар переходит на тело человека, да, он остынет. Поэтому еще раз раскалят и еще раз будут прижигать. И вот так. В течение всего дня, равного по продолжительности 50 тысячам лет, пока не завершится суд над рабами и не будет показана ему дорога либо в рай, либо в ад. И вот, мы на этом месте остановились. Люди спросили: «Я Расуль Аллах, а что ты скажешь о верблюдах?» Есть еще верблюды, коровы, овцы, там тоже есть закат, так ведь? И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: в день воскрешения обязательно этого человека бросят лицом вниз. То есть даже в ад многих будут кидать лицом вниз, так ведь? Почему? Потому что это позор. Лицо человека всегда наверху. Вот обратите внимание, Аллах Всевышний создал природу человека таковой, что лицо у нас всегда наверху. Вот возьмите мир животных, возьмите мир птиц, мир рыб, все, чтобы просто подобрать кусок необходимой пищи, они вынуждены опускать лицо. Так, что его половые органы оказываются сверху, а лицо оказывается внизу. Вот даже, ну возьмите горделивых там львов, да? Как они кушают? Они подбирают оттуда. И так получается, что их хвост даже оказывается сверху. Так ведь? Возьмите там орлов, машаллах, такой орел, да? А чтобы подобрать пищу, клюв, лицо опускается так, что ниже уже нет других органов. Так ведь? А человек? Он никогда так не делает. Только одно положение, одна поза, которая является не позором для него, а величием. Это что? Это суджуд. Это суджуд, когда твои половые органы выше, чем твое лицо. Но перед кем? Перед Аллахом. Вот во всем есть мудрость. Раббана ма халакта хада батиля. О Аллах, и не создал ты всего этого просто так, понапрасну. Но во всем есть мудрость Аллаха. Поэтому Аллах защищает лицо человека. Но в судный день многих бросят лицом вниз. Вот так за ноги берут лицом. Люди будут ходить лицами вниз. Когда сподвижник услышал этот хадис, он спросил: «Я Расуль Аллах, а как человек может ходить лицом вниз?» На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил: как? Тот, который заставил человека ходить на ногах по этой земле, он заставит человека ходить лицом вниз. И вот здесь один из видов позора, день воскрешения, его обязательно бросят лицом вниз на равнине перед этими верблюдами. То есть это те верблюды, которые должны были уйти. Это не его были верблюды. Этот верблюд принадлежал кому? Тому неимущему, которому он должен был выплатить закат, но он не дал ему. Это его нехаляльные верблюды. И вот эти верблюды окажутся более тучными, большими, жирными, чем были в этом мире. И все они до последнего, даже верблюжонка, которого отняли от вымени, все они побегут к нему и начнут топтать его ногами, хватать его зубами. Вот даже маленький верблюжонок, которого только что отняли
от вымени, да, он даже побежит к врагу, потому что это враг Аллаха. И они начнут топтать его ногами, кусать его зубами. И всякий раз, как пройдут по нему первые, станут возвращаться к нему последние. То есть все, вот это будет беспрестанно, безостановочно. И это будет продолжаться в течение дня, равного по продолжительности 50 тысячам лет, пока не завершится суд над рабами и не будет показана ему его дорога либо в рай, либо в ад. И тогда снова спросили пророка: «Я Расуль Аллах, а что ты скажешь о коровах и овцах?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: день воскрешения обязательно бросит лицом вниз этого человека на равнине перед этими коровами и овцами. И не будет среди них животных с изогнутыми рогами, безрогих и животных со сломанными рогами. И все они станут бодать его своими рогами и топтать копытами. То есть для того, чтобы увеличить позор, Аллах всем овцам, всем коровам даст рога. Даже, может быть, которых не было у них в этой жизни, да? Он даст им. И они начнут топтать его, бодать его своими рогами и копытами. И всякий раз, как пройдут по нему первые из них, станут возвращать к нему последних. И это будет продолжаться в течение дня, равного по продолжительности 50 тысячам лет, пока не завершится суд над рабами и не будет показана ему дорога либо в рай, Аллах может простить, Он прощающий, либо в ад. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Вот поэтому, дорогие братья, очень важный рукн, столб из столпов ислама – это закат. Это закат, который обязан выплачивать каждый мусульманин, который имеет определенное количество имущества. Вот сегодня, конечно, лежав на печи, закат платить очень трудно, если уж кому-то там так, машаллах, Аллах не смилостивился, да, может быть, от отца что-то осталось или еще что-то. Да, сегодня те, которые, братья, выплачивают закат или должны выплачивать закат, да, они не лежат на печи. Многие работают, многие там пашут, многие думают, там налаживают связи, работают с этим, знакомятся с этим, да. Может быть, посещают там огромное количество каких-то там семинаров, конференций, там, как называют уж по-разному сейчас, да, ну, уроки уж, да, бизнеса, там, тренинги, там, нанимают, платят огромное количество денег. Вот, да, это важно, я с этим не спорю. Это важно, сегодня нужно идти наряду со временем, да, в ногу со временем, надо развиваться, надо учиться, но все это делается для чего? Для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы привлекать деньги. Но сколько времени, сколько сил и сколько денег тратит мусульманин, коммерсант, бизнесмен, да, чтобы правильно тратить эти деньги, правильно выплачивать закат. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, перед тем, как пускать торговца на рынок, он брал с него экзамен. Экзамен по правилам торговли, по правилам выдачи, выплачивания заката. Поэтому иногда приходят братья, они, машаллах, Аллах дал им имущество, машаллах. Его лентяем, бездельником не назовешь, машаллах. Все при нем, молодец, работает, но иногда он элементарные правила заката не знает. Это беда. Поэтому так же, как он нанимает каких-то бизнес-коучеров, да, тренеров, вот пусть он найдет этих специалистов, пусть он найдет этого имама, хазрата, который специализируется на этом. Потому что сегодня так много видов зарабатывания денег, да, что обычный имам даже ему фатва не даст. Надо находить этих специалистов, надо знать их, надо с ними советоваться. И это очень важно, чтобы вот потом в судный день твои любимые, заработанные кровно
да, золото и серебро не превратились в пластины, и чтобы их не держали над огнем, а потом не прижигали твое тело. Поэтому Аллах сохласан. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Следующая тема. Грех, за который понесут в судный день наказание, это высокомерие. Высокомерие. Иншаллах, начнем с этого. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.